Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. В Кайбицком районе зафиксирована вспышка бруцеллеза. Неизлечимая болезнь подтвердилась у 6 коров. Как говорят ветеринарные службы, все коровы будут утилизироваться. Подробнее в материале с Ириной Васильевой. Без права на воспитание. Она как будто летала по стенам. Я говорю, что с тобой делает? Лишат ли семью, в которой отец выбросил ребенка с 5-го этажа, родительских прав, выяснял Рамиль Шайдуллин. Резонансный наезд. Было переключение, загорелся зеленый сигнал светофора, и водитель рассчитывал проскочить. Подробности ДТП в центре Казани расскажет Рамиль Галиулян. Начнем с Кайбиц. В районе зафиксирована вспышка бруцеллеза. Неизлечимую и опасную инфекцию обнаружили у 6 коров в частных подворьях села Старые Чичкабы. Чтобы избежать заражения человека, скот сразу забивают. Сейчас на территории деревни объявлен карантин. Это третья крупная вспышка в республике за полгода. Первый случай зафиксирован в сентябре в Новошишминском, затем в Атнинском районе. На коллегиях двух ведомств, Роспотребнадзора и Управления ветеринарии, говорили о необходимости биозащиты агропредприятий. Какова сейчас ситуация в хозяйствах? На место отправилась Ирина Васильева. Не перевозите продукцию животного происхождения. Теперь в село Старые Чичкабы въезд для машин закрыт. Дорога открыта только для местных. При выезде и въезде транспорт тщательно осматривает ветеринарный инспектор. Перевозка мяса и другой животной продукции под запретом. В селе обнаружили очаг бруцеллеза. Жители только об этом и говорят. У меня коровы. Как только узнали о вспышке бруцеллеза у соседей, сразу все нужные анализы сдали. Благо, до нас инфекция не добралась. Слышали такую болезнь? Говорят, страшная болезнь. У меня нет крупного рогатого скота, но у соседей есть. На этих выходных бруцеллез подтвердился у животных сразу в 5 личных подсобных хозяйствах и одном КФХ. При вызове ветеринарных врачей, при аборте этих коров, вызвали их и после этого исследовали серологически кровь. Как такового у нас нету в Кайбицком районе ветеринарной лаборатории. Мы отправили в Апастово эти пробы. И у нас Апасская ветеринарная лаборатория установила бруцеллез. В селе Старые Чичкабы проживает около 400 человек. Каждый второй из них держит в своем хозяйстве крупный рогатый скот. На данный момент неизлечимая болезнь подтвердилась у 6 коров. Она передается человеку, поэтому больных животных сразу же забивают. Молоко и мясо таких больных коров непригодны для приготовления и дальнейшей реализации. Точную причину возникновения бруцеллеза в районе сейчас выясняют ветеринары. Этот случай еще мы не установили, откуда возник это все. После ликвидации этих животных мы будем проводить дезинфекцию, обработку вот этих помещений, где они содержались. И после дезинфекции мы будем еще через 30 дней во время карантина будем исследовать всех животных в сельском поселении, также крестьянско-фермерское хозяйство, до установления и благополучия. В последний раз в республике вспышка бруцеллеза была зафиксирована осенью прошлого года. В Новошишминском и Атнинском районах забили больше 700 коров. Тогда заразились 13 человек. Ирина Васильева, Адельмин Дубаев, ТНВ, Кайбицкий район. Мужчину, выбросившего годовалую дочь с 5-го этажа, и его жену могут лишить родительских прав. В ходе проверки выяснилось, наркотики, а именно их воздействием глава семьи объяснил свое поведение, употребляет не только он, но и его супруга. У них 3 детей. Как сегодня нам рассказали соседи, супруги ежедневно устраивали драки и скандалы. О предпосылках ЧП и что теперь ждет детей в репортаже Рамиль Шайдуллина. Это ужасно. Это она кричала всегда «помогите». Прям крик, вообще блажью был крик. Жители дома на улице Ильича с ужасом вспоминают январь и февраль. Никогда раньше в их подъезде не жили настолько шумные соседи, как те, что в середине января поселились на 5-м этаже. Мы не спали тут 2 недели. Был караул, это что-то. Она кричала, орала всю дорогу. Это... Ну, напуганная была? А да, у нее глаза такие. Как будто летала по стенам. Я говорю, что с тобой делает? Соседи говорят, что крики, которые доносились из этой квартиры, уже успели стать обыденностью. Слишком уж часто они звучали, но привыкать к такому не хотелось. Поэтому соседи снова и снова вызывали полицию, но ситуация повторялась и повторялась.
Точку поставила прошлая среда, когда средь белого дня глава семьи, как утверждают очевидцы, в неадекватном состоянии сначала грозился, потом выбросил из окна своего годовалого ребенка. Он кричал в окошко, что горит. Я говорю, у тебя ничего не горит. Я говорю, у тебя ничего не горит. Все нормально, я говорю, успокойся. На счастье, рядом находился Альберт Бикмуллин. Он и поймал девочку, у нее ушиб головного мозга. Мы узнали об этой семье буквально в день произошедшего ЧП. Потому что семья арендует комнату и переехала туда из другого района. Как выяснилось, раньше семья жила в доме по улице Короленко и, как ни странно, здесь тоже постоянно скандалила. В суде, где избиралась мера пресечения Валентину Солонникову, выяснилось, он был в состоянии наркотического опьянения. Как стало известно позже, наркотики принимала и жена. В ходе разговора с ней было установлено, что она также злоупотребляет наркотиками. Более того, она определенное время стояла на учете в наркодиспансере, и поэтому было принято решение ее также направить на обследование, и у нее были обнаружены остатки наркотических средств. Органы социальной защиты намерены ограничить или лишить родительских прав обоих родителей. Сейчас они готовят иск, однако возникают вопросы ко всем надзорным ведомствам. Новорожденный мальчик должен был наблюдаться на дому педиатром, и врачи могли знать о ситуации в семье. По словам очевидцев, полицию к семье вызывали не раз, но знали ли об этом в органах опеки, на все это предстоит ответить следствию. Лишение родительских прав – это крайняя мера воздействия, и в Татарстане мы делаем все для того, чтобы максимально сохранить кровную семью. Но только если будет доказано, что мама содействовала тому, чтобы было такое отношение к ребенку, то здесь, конечно, стоит вести речь о лишении родительских прав, но еще раз напомним, что это решение принимает исключительно суд. Валентин Солонников сейчас находится в СИЗО, дети в ДРКБ. Как показала проверка, семья с 3 малышами жила с абсолютно пустым холодильником. Из питания были только смеси. Если родителей лишат прав, забрать их смогут ближайшие родственники со стороны мамы. Рамиль Шайдуллин, Эльмин Дубаев, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. В Казани продолжают выяснять подробности резонансного ДТП в центре города, которое произошло в выходные. Иномарка проскочила на красный и сбила 3 пешеходов, переходивших дорогу по зебре. Лишь чудом обошлось без погибших. В больнице находится девушка, получившая травмы. Как выяснилось, за рулем БМВ был 25-летний уроженец Башкирии. У водителя целый список нарушений, начиная от тонированных стекол, заканчивая отсутствием документов. Ко всему прочему, по предварительной информации, он был пьян. Рамиль Галиуллин с подробностями. Это кадры, снятые уличной камерой видеонаблюдения. На них видно, пешеходы начинают переходить дорогу. В этот момент на полном ходу в них влетает иномарка. Удар был такой силы, что людей отбрасывает на несколько метров. Машину заносит на припаркованный у обочины автомобиль. Все произошло на этом пешеходном переходе около торгово-развлекательного центра Корстон. Люди переходили дорогу по зебре, и никто не ожидал, что машина проедет на запрещающий сигнал светофора прямо на них. Как удалось выяснить, после аварии водитель пытался бросить машину и скрыться с места ДТП, но автомобилиста задержали очевидцы. В результате столкновения серьезные травмы получила 21-летняя девушка. Сейчас она в больнице. В ночь с субботы на воскресенье в городскую клиническую больницу номер 7 города Казани поступила молодая женщина с травмами после ДТП, предварительно с ушибом головного мозга, множественными ушибами мягких тканей. Была госпитализирована. Сейчас в состоянии средней тяжести, получает всю необходимую медицинскую помощь. Еще 2 после осмотра врачи отпустили. Травмы получил и виновник ДТП. Им оказался 25-летний уроженец Башкортостана. По данным госавтоинспекции, автомобиль не был зарегистрирован. Молодой водитель оказался без документов и страховки. На него завели сразу 7 административных дел. Сейчас машина на штрафстоянке. Мужчина проходит глубокую медицинскую экспертизу. Проводится административное расследование, в ходе которого будет конкретно также установлено и состояние водителя, в котором он находился. С учетом социальных сетей есть у нас подозрение, но это пока предварительно, что, к сожалению, водитель находился в состоянии опьянения. Как выяснилось, в частном разговоре молодой человек сообщил, работает в администрации Башкортостана. Получил права 7 лет назад. За последний год на него выписали 6 штрафов, в основном за превышение скорости и грязные номера. Госномер был выдан в Санкт-Петербурге. Автомобиль снят с учета прежним владельцем, но не поставлен на новый. Поэтому кто собственник, предстоит выяснить. Камеры на территории нашей республики в первый раз в этом году эту машину зафиксировали 7 февраля.
Безответственность водителей, ведь много не совсем, как сказать, здоровые люди садятся за руль. Иногда выпившие, иногда что-то какие-то другие вещества приняли. Я сама частенько вижу, как проезжают на мигающие, уже красный загорается. Они торопятся, они хотят быстрее проехать. Все торопятся куда-то. Зимнее время, понятно, я как водитель понимаю, что транспортное средство не остановить мгновенно. Такое тоже бывает. Водителю грозит как минимум лишение прав на срок до 2 лет и штраф до 25 тысяч рублей. Какое еще наказание понесет водитель БМВ, будет зависеть от состояния пострадавшей девушки. В случае причинения тяжелого вреда здоровью виновнику может грозить и уголовное наказание. Вернемся к теме незарегистрированных автомобилей. Такие автомобили зачастую ездят без полиса ОСАГО, потому что того не требует закон, и совершают ДТП. Потерпевшие в таких случаях уже не могут получить возмещение ущерба от страховой компании, им приходится взыскивать напрямую у собственника или у водителя. По данным госавтоинспекции, в Казани только в январе произошло 16 аварий на пешеходных переходах. Как отмечают автоюристы, не всегда пострадавшим удается быстро возместить ущерб. Рамиль Галиуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. В борьбе за дороги жители Куйков предложили сносить дома в Салмычах. Как отсутствие инфраструктуры в поселках под Казанью ведет к расколу, читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Промышленности Татарстана необходимо более 11 тысяч рабочих, инженеров и технологов. Кадровый вопрос самый актуальный. Об этом сегодня говорили на коллегии Министерства промышленности и торговли Республики. Встреча прошла в Казани с участием Рустама Миниханова и главы Марий Эл Юрия Зайцева. Как отметил Райс Республики, нужно активнее внедрять в производство робототехнику и больше привлекать мигрантов. Также в современных условиях приоритетная задача – обеспечение безопасности предприятий. Вот это перерабатываете на металл, на полимер и потом делаете. И из этого уже готовую продукцию, и эту же продукцию мы уже запустим. Свои достижения перед началом коллегии Минпромторга Рустаму Миниханову показали полсотни предприятий и вузов республики. Так челнинская компания представила новый криогенный топливный бак для газомоторной техники. В ноябре 2023 года мы запустили производство. Оно позволит увеличить потребление газомоторного топлива в целом по республике и стране и позволит перевести большинство техники на работу в природном газе. По итогам минувшего года промышленное производство в республике выросло более чем на 3%. Отгрузили продукции на 4 триллиона 700 миллиардов рублей. В валовом продукте республики доля промышленности составляет почти половину. Все намеченные наши планы, кроме агропромышленного производства, было связано с засухой. Все цифры у нас идут с ростом. Национальный проект «Производительность труда» обеспечил прирост добавленной стоимости на предприятиях республики на 70 миллиардов рублей. По этому показателю Татарстан один из лидеров в стране. В целом для развития важно использовать те инструменты поддержки, я говорю, по всем направлениям, по всем отраслям. Руководители предприятий хорошо знают, они востребованы на сегодняшний день. Это различные программы субсидирования, программы поддержки. Как отметили, самым проблемным и актуальным вопросом промышленности остаются кадры. Сейчас республике необходимо более 11 тысяч рабочих, инженеров и технологов. Количество трудоспособного населения снижается, при этом более половины работает в непроизводственной сфере. Мы прорабатываем несколько вариантов решения кадровой проблемы, меры по локализации серого рынка, повышение производительности труда, в том числе за счет оптимизации и роботизации. Мы раньше как думали, что скоро роботы будут чистить снег, а человечество будет творить. Но пока творчеством занимаются нейросети, а снег убирают люди. Сейчас уровень роботизации в России существенно отстает от передовых стран. В этой сфере промышленникам, Академии наук и вузам предстоит большая работа. Нейросети занимаются творчеством, а люди убирают снег. Честно говоря, это происходит не потому, что роботы снег убирать не умеют, потому что их использовать не умеют. Мы никогда не преодолеем разрыв в производительности труда, качестве и эффективности промышленности, пока мы не решим проблему правильного использования роботов. 2024 год у нас объявлен годом научно-технологического развития. И, соответственно, самое главное, мы должны решить вопрос бесшовной системы поддержки проектов, упростить процесс получения льгот, грантов, других инструментов. Сейчас Татарстан взял курс на развитие собственного станкостроения.
Станкостроения в республике не было ни в советское время, ни во время современной России. Но руководством республики была поставлена задача развития станкостроения. И в том году начали сборку 3-координатных фрезерных станков. В этом году планируется расширение 5-координатных, токарная группа. А вообще планы были в этом году произвести 150 станков. Если все получится, я думаю, это нормально будет. Как отметила Раиса Республики, еще одна приоритетная задача – это безопасность предприятий. Живем в непростое время. Не все к этой теме относятся с полной серьезностью. Везде эта угроза существует, независимо, ты на границе живешь с Украиной или здесь. Поэтому вопросы антитеррористической защищенности, они должны быть на контроле каждого руководителя предприятия. Также регионам страны нужно налаживать кооперацию. Сегодня Татарстан заключил соглашение о сотрудничестве с Республикой Мариэл. Намерены проработать вопрос о сотрудничестве между правительством Республики Мариэл и особой экономической зоной Алабуга. Планируется, что представители Алабуга будут привлечены в качестве экспертов в процессе создания особой экономической зоны на территории Республики Мариэл. В Татарстане оборот розничной торговли в минувшем году составил почти 1,5 триллиона рублей. Это на 15% больше, чем ранее. Кроме промышленности, есть у вас торговля, хотя бы тему как-то это, но это тоже огромный рынок. Обеспечение ассортимента товаров во всех населенных пунктах, это тоже вот сегодняшняя зима показала, что не везде мы сумели эти вопросы решить. Как отметил Рустам Миниханов, важной задачей продвижения нашей продукции на внешние рынки. Для этого лучше нужно использовать потенциал международных мероприятий, которые проходят в республике. Еще по одному сегодняшнему соглашению в Татарстане откроют представительство Федерального центра компетенций «Халяль» при Роскачестве. Дмитрий Аринин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Фарид Мухаммедшин сегодня стал гостем парламентского урока в 187-м Казанском лицее. Тема «Выбираем будущее». Урок посвящен разъяснению основ избирательной системы России и Татарстана. Сейчас страна вступает в большой электоральный цикл. В марте выборы президента России. В сентябре депутатов Госсовета Татарстана. Занятие прошло в формате круглого стола. Школьники представили свои проекты и программы по улучшению жизни лицея. Спикер парламента рассказал ученикам о структуре государственной власти республики. Нам очень важно, что такие уроки проходят в школах с учениками. Их надо готовить к этой жизни. И очень приятно слышать и во всех 3 докладах, которые прозвучали, азы избирательной кампании, важность демократических процедур. С 17 февраля по всей стране стартует масштабное адресное информирование населения о предстоящих выборах президента России. Проект называется «Информ УИК». Это будет подомовой обход избирателей. Оповещать татарстанцев готовы 10 тысяч членов участковых избирательных комиссий. Их можно узнать по специальным накидкам с символикой выборов, бейджам и значкам. Как сотрудник будет выглядеть, о чем спросит, а что не должен спрашивать ни в коем случае, расскажет Вероника Гайнутдинова. Специальная накидка с символикой выборов президента России, именной бейдж, большой и заметный значок, удостоверение от члена избирательной комиссии и паспорт. С собой раздаточные материалы о выборах. Так будет выглядеть сотрудник УИК, который придет к жителям, чтобы рассказать о голосовании. Наши жители будут четко знать о том, что если к ним постучали, позвонили в дверь, вежливо поздоровались, представились, то значит они могут увидеть и брендированную накидку, значок, удостоверение, бейдж и паспорт. И в случае, если у них не вызывает никакого подозрения, они могут открыть дверь и побеседовать с нашими обходчиками. Члены участковых избирательных комиссий не должны заходить в дом. Если вдруг кто-то настойчиво хочет зайти, нужно насторожиться, предупреждают в ЦИК. Кроме того, личных данных с портала госуслуг и документы предъявлять не нужно. Член комиссии никогда не потребует ни один документ, подтверждающий, что он именно является Ивановым или Петровым. То есть свободно. Это в свободной форме просто идет опрос. Волнующиеся вопросы народа зафиксировать, разъяснения давать. Члены УИК ответят на вопросы, узнают, где избиратель планирует голосовать, знает ли свой избирательный участок, подскажет время его работы.
обходчики будут информировать избирателей о том, что у них есть возможность перерегистрироваться через наш сервис «Мобильный избиратель». Это крайне важно. На сегодняшний день порядка 6,5 тысяч татарстанцев уже воспользовались этим удобным сервисом. Подомовой обход будет проходить в рабочие дни с 5 до 8 вечера, в выходные не раньше 10 часов утра. Жителям оставят вот такой буклет со всей информацией о предстоящих выборах. Здесь указан номер вашего избирательного участка, адрес, куда можно прийти проголосовать, телефон участковой комиссии, график работы и вот такое примечание. Не забудьте паспорт. Обход члены избирательной комиссии будут проводить вплоть до начала выборов. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Сегодня в командировку в зону СВО отправились наши коллеги, корреспондент Зуфар Давлетшин и оператор Булат Абдульманов. Для Зуфара это уже 7-я поездка, для Булата 2-я. Они будут снимать репортажи о службе мобилизованных из нашей республики и вручении им государственных наград. Наши коллеги везут с собой письма детей, книги и необходимые вещи для передачи бойцам. И все эти дни они будут на самой передовой. Настроение, как принято говорить, боевое, да. Везем мы в этот раз награды, государственные награды Республики Татарстан. Там средства для ведения боя, разведки и защиты, назовем их так. Еще вот татарское книжное издательство передало брошюрки Рената Хариса, там стихи на русском, татарском языках. Письма от детишек тоже везем. Ну, кроме того, что еще поедем, конечно же, общаться с ребятами, передавать им приветы от родных и собирать их приветы сюда родным. Там совершенно другой мир. Когда вот только заехали, я увидел самый первый вот этот сгоревший дом, там 9-этажку. То есть уже сразу как-то, ну как-то не по себе сначала стало уже. То есть как бы ты видишь, как дети гуляют, там, как бы улыбаются, то есть жизнь идет, и это все на фоне там разрушенных домов, там, и при этом как бы там все восстанавливается. Репортажи из зоны СВО можно будет увидеть в ближайших выпусках программы «7 дней». В это воскресенье смотрите также первый материал от Алины Сулеймановой, руководителя представительства ТНВ в новых регионах. С этой недели оно начало работу в Луганской Народной Республике. Я хотел бы выразить огромную благодарность Раису Татарстану Рустаму Григорьевичу Миниханову за то, что и технически, и материально сегодня наши ребята полностью обеспечены. То есть все созданы все условия для работы на передней линии фронта, и они как бы смогут достойно выполнить, я надеюсь, все порученные для них задачи. В казанском спорткомплексе «Бустан» состоялся спортивно-патриотический фестиваль «За будущее». Показать свое мастерство приехали более 350 юных любителей единоборств со всей республики. Прошли показательные поединки в различных дисциплинах всестилевого карате. Также на площадке развернулась образовательная выставка о военной истории страны. Фестиваль посетил Герой России, танкист Расим Баксиков. 8-летний Салим Гениатуллин карате занимается половину своей жизни. Приобщить мальчика к единоборствам решили родители. На фестивале он занял первое место в дисциплине «Ограниченный контакт». Юный каратист переживает, турнирный путь на татами свел его с другом. Я рад, потому что я занял сегодня первое место. Но все равно мне чуть-чуть жаль за друга. Ему же сейчас больно. Дружба – это когда ты дружишь с человеком. Если ему сейчас больно, ты должен ему чем-то хотя бы помочь. Фестиваль объединил поклонников единоборств от 6 до 18 лет со всей республики и городов Поволжья. Всестилевое карате – вид спорта, который появился в России. Он объединяет несколько разновидностей. Тут и турнир, и учебные схватки по киокусинкай, спортивной борьбе панкратион и джиу-джитсу. Очень нравится этот вид спорта. Мои изменения, то есть я пошел туда. Я был сначала не очень обучен, но потом я обучен, и теперь могу постоять за себя и защищать свою семью, как говорится. Мы воспитываем патриотический дух, воспитываем этикет, дисциплину, уважению к друг другу, уважению к старшим. Фестиваль «За будущее» посетил Герой России, знаменитый танкист, наш земляк Расим Баксиков. Он пообщался с участниками и напутствовал их. Дети – наше будущее. Соответственно, воспитывать – это и такие мероприятия, и вообще спортивное воспитание нашего молодого подрастающего поколения. Это тоже военно-патриотическое воспитание. Мы обязаны растить их здоровыми, пропагандировать среди
молодого поколения здоровый образ жизни. Также на площадке фестиваля развернулась выставка о военной истории России. Представили уникальные образцы военного снаряжения. Цель данного мероприятия за будущее воспитать патриотов нашей Родины, чтобы они понимали, в какой хорошей стране они живут. Да, есть сложности, но на самом деле вид спорта всестилевое карате, как и любое единоборство, оно воспитывает дисциплину, дух и, конечно же, волю к победе. Во всех дисциплинах награды разыграли в нескольких возрастных категориях. Победители и призеры получили кубки и медали. Чемпионат по всестилевому карате стал проходным этапом на всероссийские турниры. Дмитрий Ирина, Ильяна Бахтиева, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. Это были новости Татарстана. Сейчас прогноз погоды с Наилем Дзихате. До встречи в 21:30. Разве нужен повод, чтобы обнять? Или повод, чтобы подарить цветы? Радовать близких стало еще проще. Воспользуйтесь акцией «Скидка 100% для новых клиентов от Центра Финанс и получите деньги без процентов и переплат. Дарите любовь без повода. С остальным поможем в офисах Центра Финанс. В аптеках Фармленд кэшбэк до 30%. Запомните, в аптеках Фармленд кэшбэк до 30%. Приходи, покупай, экономь в аптеках Фармленд. Приехал в ЖК Дольче Вита. Благодать. Современные дома и шикарные виды. Детские и спортивные площадки. Жизнь с городским комфортом на природе. Покупаю квартиру. Дома построены. Цена выгодная и скидки до 600 тысяч. Госпрограмма на автомобиле «Лада» работает. Автомобили «Лада» в феврале по госпрограмме с выгодой до 500 тысяч рублей. Зимняя резина в подарок. Если «Лада», то «Канавто». Золотая устрица поддержит ваше мужское здоровье, хорошее настроение и уверенность в себе. Золотая устрица. Капсулы мужской силы. Лечите варикоз у профессионалов в клинике Флебоэстетика на новом лазере без боли, разрезов и наркоза. Только в феврале при записи на лазерную операцию консультация и УЗИ бесплатно. Флебоэстетика 207 11 40. Аллергия может появиться в любом возрасте и часто начинается бессимптомно. Оцените чувствительность к пыльце, продуктам питания и бытовым аллергенам в лаборатории «Гемотест». Скидка на анализы и бесплатная расшифровка результата по программе «Страна Гемотест». Чтобы было вкусно, не нужно хорошо готовить. Важно выбирать лучшее решение. Кейтеринг Айгуль Усмановой. Ко дню влюбленных скидка 40% на всю парфюмерию только 2 дня, 12 и 13 февраля. В магазинах «Улыбка радуги». Здравствуйте! Исянмыс. В Татарстане в предстоящие сутки характер погоды существенно не изменится. Будет холодно. Ночью температура опустится еще ниже. Подробнее через пару секунд. Банк Айверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Арске, Кукмаре и Высокой горе переменная облачность, местами снег, температура днем 8-11, ночью 22-25 градусов мороза. В Буинске, Апастово и Камском устье облачно, повсеместно снег, температура 7-8 градусов мороза днем и 19-24 градусов мороза ночью. В Чистополе, Аксубаево, Новошишминске осадки в виде снега, будет облачно, температура днем минус 7-9, ночью 20-24 градуса мороза. В Набережных Челнах, Сарманово и Менделинске снег, переменная облачность, днем минус 8-10, ночью 21-24 градуса. В Альметьевске, Бавлах и Лениногорске будет идти снег, местами ожидается прояснение, днем 6-8, ночью 18-21. В туристических городах республики тоже морозно и будет идти снег. В Свияжске температура 8 градусов мороза днем и 22 градуса ночью. Будет переменная облачность и слабый снег. В Волгорах днем минус 7, ночью минус 20. Здесь облачно и снег. В Елабуге облачно, снег. Температура днем около 9, ночью 22 градуса ниже 0.
Казани прогнозируют осадки в виде снега. Временами будет светить солнце. Температура днем -8, ночью -21. Атмосферное давление 755 мм ртутного столба. Ветер юго-восточный около 4 метров в секунду. Влажность 77%. Магнитное поле Земли спокойное. Пока это все. Я с вами прощаюсь. До встречи.